жизненных ценностей, поступательного роста в достижении. Добрый день, дорогие участники соревнований, уважаемая Лена Егоровна, уважаемые тренеры, судьи, организаторы соревнований. Разрешите мне от имени Министерства профессиональной культуры и спорта Республики Саха-Якутия я тебя лично поздравить с торжественным открытием заключительного этапа Кубка Федерации лыжных гонок «Алданский марафон», посвященный памяти председателя Федерации лыжных гонок Республики Саха-Якутия, заслуженного работника Народного хозяйства Республики Саха-Якутия Семена Семеновича Иванова. Дорогие друзья, во-первых, я хочу выразить слова благодарности, во-первых, вам, дорогие участники. Сегодня на наших соревнованиях приехали участвовать не только спортсмены Республики Саха-Якутия, но и из других городов нашей необъятной России. Спасибо вам большое за поддержку данных соревнований. Хочу, конечно же, выразить слова благодарности организаторам этих соревнований. Во-первых, Федерация лыжных гонок Республики Саха-Якутия, супруги Семена Семеновича Лене Егоровне и всей семье, родным и близким Семена Семеновича, всем организаторам, судьям. Но Семен Семенович – это тот человек, который внес огромный и неоценимый вклад в развитие лыжного спорта в нашей республике. Пусть победит сильнейший, да, быстрые лыжни. И всем хочу пожелать мира, добра, удачи. Спасибо. Разрешите букет супруги Семеновича Лене Егоровны. Дорогие гости, сегодня мы собрались здесь, чтобы открыть соревнования, посвященные памяти Иванова Семена Семеновича. Мой отец был человеком, который вдохновлял всех нас своим примером, своим упорством и своей преданностью к спорту. Этими соревнованиями мы отмечаем его вклад в развитие лыжного спорта и выражаем благодарность за проделанную им работу. Желаю всем успехов. Спасибо. От имени семьи Семена Иванова, всех его близких друзей, коллег, всех родственников, одноклассников, земляков и себя лично рада приветствовать всех участников, организаторов и гостей заключительного этапа Кубка Республики Якутия лыжных гонок «Алданский марафон». Памяти горячо любимого моего мужа Иванова Семена Семеновича. Семен был масштабной личностью и талантливым организатором. Там, где он работал, принимал участие, везде жизнь начинала играть своими красками. То есть все дела начинали идти в гору. У него был большой талант вдохнуть жизнь всему и всем. Всем сердцем и душой болел за лыжный спорт Якутии. Всех своих спортсменов знал поименно, знал наизусть, у кого какие успехи. Круглый год, иногда за свой счет, организовывал сборы для лыжников в городах России, несмотря на свою большую занятость. Его даже сделали членом Президиума Федерации лыжных гонок Российской Федерации. И много ездил на всякие совещания и мероприятия Федерации лыжных гонок Российской Федерации. Всегда за эти годы обязательно присутствовал во всех лыжных соревнованиях республики, начиная с маленькой деревушки до самой Москвы. И даже будучи в тяжелую войну, поехали мы на зимние игры «Дети Азии» в город Кемерово. И видели бы, как он радовался за своих спортсменов, за их успехи. И в свое время он был многократным призером различных лыжных гонок разного уровня. Благодаря его усилиям наши лыжники впервые достигли незабываемых результатов вне республики. Это
впервые, я считаю. И я считаю, он сделал огромный вклад в развитие лыжного спорта республики. И всех присутствующих призываю быть на такой же волне и продолжать в таком же духе. Пусть лыжные гонки будут из наиболее массовых и любимых видов спорта для жителей нашего региона. Желаю всем успехов и крепкого здоровья. Я хочу поздравить с открытием заключительного этапа республиканского кубка лыжников. И вот этот этап, как мы знаем, проводится по всей республике. Сегодня очень важное событие. Не про каждого говорят вот так всем коллективам. Не про каждого и не за каждого проводят соревнования. Вот как в народе народная мудрость говорит, да? Дерево судит по плодам, а человека по плодам, по результатам его деятельности. Вот Семен Семенович, мой одноклассник, мы вместе учились, вместе соревновались, и оказалось, что он лыжи любил больше, чем я. У него больше результатов. И я сейчас, например, за сколько лет смогу ли это сделать? Очень большой вопрос. Поэтому мы все должны с уважением относиться к всему, чему он сделал, чего посвящал. Он знал вас, каждого лично, у кого результаты, у кого перспективы, кто будет в следующий год готовиться на Россию и так далее. Это очень серьезный талант человека. Ну, видите, у нас уже хорошая погода, снега нету. Но хочется сейчас сказать про Семена Иванова, который очень любил зиму, очень любил снег, который был инициатором гонки звезд, которая проходила в Якутске. Меня многие, кстати, спрашивали: Никита, а когда будет продолжение, когда будет следующая гонка звезд? И, знаете, я даже на это не могу ничего сказать, потому что Семен был таким инициатором. И когда не стало такого великого человека, ты даже не знаешь, кто может продолжить такое дело так же хорошо, как это делал он. Сейчас у вас будет короткое испытание, марафон 50 километров в честь памяти Семена Семеновича. Для меня он был очень хорошим другом, и сейчас я вот слушал речь о Семене Семеновиче, и хочется, несмотря на то, что у меня здесь нет снега, хочется сделать такой-то такой поступок, который пойдет в копилку. Возможно, я завтра пойду и пробегу в лесу сколько-то километров, вот именно как дать уважение. У вас есть замечательный шанс проехать эти 50 километров, и как бы у вас не было тяжело, постарайтесь обязательно дойти до финиша. Знаете, что каждый метр, каждый километр дистанции пойдет в память и благодарность такому уважаемому человеку, как Семен Семенович. Пожелать хочу вам удачи, хорошего выпала снега, и для нас человек жив до тех пор, пока живет о нем память. Поэтому давайте вспоминать этого человека как можно чаще, и тогда он будет с нами всегда. Уважаемая Елена Егоровна, Александр Николаевич, участники соревнований, организаторы и приглашенные гости. Сегодня я хотел бы поздравить всех с открытием долгожданного нашего соревнования, заключительного этапа Кубка Республики Саха-Якутия, памяти нашего экс-президента, председателя Федерации Республики Саха-Якутия, самого уважаемого человека, который олицетворил и дал второе дыхание лыжным гонкам в нашей республике. Благодаря ему именно наша сборная Республики Саха-Якутия стала более качественнее, более лучше подготавливаться к различным соревнованиям. И благодаря ему работе вместе также с Михаилом Дмитриевичем Гуляевым, министром нашего спорта, они и Мисон очень здорово работали. И в этот период времени, и благодаря
красоте биатлона. И все желающие, которые от мала до велика хотят упорно заниматься, они приезжают сюда и в интернате живя, тренируются. Сюда же приезжает наша сборная Российской Федерации и по биатлону, и по лыжным гонкам, и на первом снегу занимаются.